Тырску Андроник Мавсесипа. Взяла шаабет, ап с вами лад университета. Дорогие друзья, сегодня у нас великолепное событие, значит, встреча с выдающимся человеком, который столько лет посвятил себя политологии, истории, преподавательской деятельности, научной деятельности, журналистской деятельности и так далее, и так далее. Человек, который с первых дней нашей Отечественной войны давал такие замечательные интервью различным журналистам России и других стран. Позиция его известна. Конечно, имея такую позицию, у него и оппонентов достаточно. Совершенно мы еще до пандемии начали сходить с ума. Старшее поколение помнит такие стихи и песни. 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили. Нам объявили, что началась война. А сегодня Киев угрожает России войной. Ненормальная ситуация, потому что немало ненормальных политиков, людей, которые не имеют соответствующего образования, никакого профессионализма в тех делах, за которые берутся. Когда очнется украинский народ, мы все время говорим, вот руководство это одна позиция, а у народа другая. Народ, проснись. Так вот, Андроник Мавсесович, выпускник МГИМО. Я сегодня четко понял, почему у него такая логика, почему у него такие результаты, когда он встречается с людьми, когда он дает интервью, когда он участвует в различных политических ток-шоу и так далее. А все идет от того, что он в свое время учеником учился в физмат-школе. Вот оттуда это идет. А учился он в ГИМО вместе с почетным профессором нашего университета Сергеем Викторовичем Лавровым, Анатолием Васильевичем Таркуновым. Это для нашего университета очень знаковые люди. Понятно, что они знаковые, можно сказать, во всем политическом, научном, учебном мире. Но от того, что мы сегодня имеем возможность спокойно проводить такие мероприятия, как сегодня, во многом их заслуга тоже.
Я сегодня уже говорил нашему гостю, нам помогли выжить российские университеты. В первую очередь это МГУ, а далее МГИМО и другие университеты. Вот мы в 2003 году в университете создали кафедру истории и теории международных отношений и стали реализовывать специальность международные отношения. За это время выпустили 168 человек, дипломатов. Когда в 2004 году мы заключили договор с МГИМО о сотрудничестве, за весь этот промежуток времени у нас читали лекции 23 профессора и доцента МГИМО. Это заслуга, конечно, ректора Анатолия Васильевича Таркунова, за что мы ему, конечно, очень благодарны. Проходит время, Андроник Мовсесович ведет преподавательскую работу в Московском автодорожном институте, сегодня университет, в университете Сан-Диего в Соединенных Штатах Америки, а затем возвращается в свой родной вуз и является профессором кафедры сравнительной политологии. Когда мы видим Андроника Мовсесовича в различных передачах различных каналов, мы все гордимся тем, что есть такой человек, что есть человек, который прошел огромный путь, и все это благодаря тому, что у него талант от природы. Человек, который в разное время являлся главным экспертом, скажем, комиссии Госдумы России по странам СНГ. Человек, который возглавлял Нью-Йоркское представительство Института демократии и сотрудничества. Это структура, которая финансировалась в России, а всего в Штатах были только две такие структуры. Человек, который входил в президентский совет России. Человек, который является большим другом Абхазии. Мы благодарны ему за его позицию. Мы благодарны ему за тот порыв, который его не оставляет, с тех пор, как он впервые познакомился с живым абхазом Тарасом Шамбо, это еще в 1989 году. И по сей день он сохраняет вот такую верность нашему народу. Дорогой Андроник Мовсесович, абхазцы говорят, «Акутьялшо, акутах». Ну что может курица? Ну снести яйцо. Вот это мы можем. Так вот, с некоторым опозданием, но я бы вот здесь при наших студентах, при наших преподавателях, при наших сегодняшних гостях университета хочу вам вручить документ, о котором вы уже знаете, и даже делали отзывы на тему этого документа. Как всегда,
добрую, гуманную, открытую и так далее. Это есть диплом почетного доктора Абхазского государственного университета. Огромное спасибо. Для меня большая честь сегодня выступить в этом замечательном университете. Вы знаете, так получается в этой жизни, когда вот ты не понимаешь, как происходит это все, и вдруг ты влюблен. Женщина очаровала. И это в личном отношении. Ты влюбляешься в народ, в природу, в страну. И, конечно, я должен сказать, вы абсолютно правильно сказали. Я раньше говорил моим друзьям, вы знаете, когда я смотрю на карту мира, я вижу несколько государств на этой карте. А потому что это те государства, где есть люди, которых я люблю, и которые обо мне думают, я о них думаю. Все остальное для меня, они, может быть, и есть, но я про них ничего не знаю. И мне это не очень интересно. Я всегда, действительно, я сегодня даже сказал, в самых разных местах, в самых разных обстоятельствах я говорил об Абхазии. Вот я только что вспоминал, как у сенатора Джона Маккейна в его кабинете рассказывал, что происходило и как происходило отделение Абхазии от Грузии, а потом вообще это все остальное. На разных международных форумах я говорил об этом, писал об этом. Но что делать? Вот иногда это вот просто судьба человека. Значит, так должно было быть. Видимо, чем-то этот народ меня просто покорил с первой же встречи. Я уже не говорю об этой природе, когда я впервые попал, конечно, на озеро Рица и вообще в Абхазию, я понял, что это рай. Хотя библейский рай, Сергей меня поддержит, Шамба, конечно, был в Армении, вы же, наверное, знаете. Это правда, в Библии написано, что оттуда вытекали 4 реки, и в первом томе Иосиф и его братья, Томас Манн, пишет об этом. Что делать? Вот и Байрон об этом писал. Такая судьба армян, но, правда, Абхазия больше похожа на рай, чем эта суровая армянская природа. Но Тигр, Ефрат, Аракс и Галис, вот 4 реки действительно вытекают из одного географического участка. Спасибо большое, для меня это очень большая честь. Спасибо. Добрый день. Мне очень приятно открыть первую нашу встречу в рамках проекта Союза журналистов Абхазии и международного клуба, медиаклуба формата А3. И почему именно мы сегодня здесь, в Абхазском государственном университете? Наш проект будет по двум направлениям работать. Первое и главное наше направление – это образовательная часть проекта. И главным нашим партнером выступает Абхазский государственный университет. Мы благодарны Олегу Алексеевичу, благодарны вам всем за то, что вы поддержали. И наш проект будет проходить ежемесячно. Вы можете участвовать в формировании наших гостей. Наши партнеры российские, медиаклуб формата А3, они готовы рассматривать наши с вами предложения и выступают в качестве посредников, организации наших с вами встреч. Первая наша сегодняшняя встреча в АГУ. Тема нашей встречи – Россия, Абхазия в современном мире. И, конечно, не случайно первый наш гость, наш любимый, уважаемый профессор Андроник Мигранян. Я хочу сказать вам о том, что ради
открытия нашего проекта, ради участия в этом проекте, уважаемый Андроник отменил очень привлекательный телевизионный проект на Первом канале «Большая игра», перенес свой визит в свою на родину. Это лишний раз говорит об отношении. Если вам вчера было суждено видеть эфир Абаза ТВ, мы напомнили нашим зрителям телевизионный репортаж 29 августа 1992 года перед московской встречей. Там профессор Мигранян призывал российские власти активно реагировать на события, происходящие в Абхазии, так как Северный Кавказ, горские народы уже были втянуты в конфликт. И также мы вчера показали передачу «Красный квадрат» с участием профессора Мигранян, с участием депутата Абхазского парламента Зураба Ачба. И сегодня еще одна дата, мы специально не планировали. Сегодня день установления дипломатических отношений между Россией и Абхазией. Это символическое совпадение. И мы об этом мечтали. Это свершилось. И чтобы вот информационное продвижение признания Абхазии с того первого дня встречи и знакомства с Тарасом Мироновичем Шамбо, Андроник Мигранян занимался как и профессионально, используя все средства массовой информации, все встречи, которые он проводил все эти последние годы. И когда мы говорим, что во время войны, когда грузины признали, что они проиграли информационную войну, это вот заслуга таких людей, заслуга друзей Абхазии. И наша главная задача, и в рамках этой программы мы будем особо обращать на это внимание, чтобы друзья Абхазии, которые с нами были в самое тяжелое время, когда не модно было дружить с Абхазией, но они это делали искренне, вот что мы их не теряли. Я хочу сказать о том, что здесь не случайно сегодня, опять же, Андроник Мигранян, потому что наши с вами соотечественники, его ближайшие друзья, Сергей Миронович Шамбо, батюшка, отец Виссарион, Валерий Иванович Киртбая, они ежедневно общаются, они дружат. Вот это наше отношение к тем людям, которые внесли свой вклад в годы Отечественной войны, как мы сохраняем эти отношения, человеческие отношения, очень многое значит для того, чтобы наша информационная безопасность за рубежом, наша вообще безопасность в целом была гарантирована. Если у нас не будет друзей, сколько бы соглашений мы не подписали, мы будем уязвимы. Нам нужны люди, личности, которые всегда будут думать и о нас тоже. Спасибо, Абхазский государственный университет, за поддержку нашего проекта. Мы презентуем, открываем наш образовательный и информационный проект. Вторая часть нашего проекта информационный – это встреча, общение, интервью, пресс-конференции с абхазскими журналистами, то есть с абхазским обществом. И вот сегодня мы работаем здесь, а завтра у нас большая пресс-конференция для абхазских журналистов. Спасибо, и мы приступаем к лекции в теме «Россия-Абхазия». Наш оратор попросил минут 15-20. Для него важнее все те вопросы, которые вас интересуют. И вот вторая часть нашей сегодняшней встречи – это ответы на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо большое. Я, правда, не могу не вспомнить хотя бы вот одной ремаркой о первом президенте Абхазии, когда так по стечению обстоятельств я оказался в Гаграх, а он вел переговоры с генерал-полковником Кондратьевым, если я правильно помню. Да, какие-то сложные были моменты. Женщины на дровах готовили еду. Ну, потом, когда уже немножко выпили, он сказал: знаете, мы едем по всему миру, везде все хорошее, но когда заканчивается застолье, все время мы говорим:
а все-таки вино в Лыхнах лучше, чем во всем остальном мире. Вот такой маленький народ, который так любит свою землю, свою природу, свои продукты от этой земли, конечно, заслуживает на вечное проживание на собственной земле. А я теперь хотел бы, знаете, очень коротко, действительно, по возможности коротко сделать вводные какие-то замечания, рассчитывая, что у вас есть вопросы, на которые я отвечу. Потому что, когда сейчас реанимировали общество знания, и я буквально, у меня серия поездок Татарстан, Екатеринбург и Челябинск, но так как я выступал перед полицейскими отдельно, а потом силовыми и федеральными структурами отдельно в каждом из этих регионов, я спрашивал этих генералов или главных инспекторов, которые представляют президента в этих регионах, сколько мне выступить и сколько оставить время для вопросов и ответов. И мне везде говорили, когда вы выступаете перед полицейскими и силовиками, не оставляйте ни одной минуты, вопросов не будет. И действительно, я 2 часа выступал, и, в общем-то, вопросов действительно не было. Я очень рассчитываю, потому что интерактивное общение, оно самое плодотворное, да и потом, вы знаете, иногда ты не обращаешь внимания на очень важные вопросы, которые действительно важны, но по той или иной причине вот это остается вне поля твоего зрения, и вот тебя направляют, и ты специально даешь разъяснения, которые очень важны. Так вот, я очень коротко хочу вам сказать, я много писал и много выступал по этим вопросам, и поэтому я постараюсь очень действительно коротко, потому что серия лекций, которые я читал в последнее время, это называлась лекции «Место России в современном мире». Ну, вызовы и угрозы. Ну, а потом добавили к этому и Абхазии. Я, естественно, как вы понимаете, постараюсь сохранить равенство вот, по времени, говоря и об одной, и о другой стране, и о том, действительно, какие есть вызовы и угрозы, и действительно, какое место они занимают. Буду говорить чистую правду, без всякого лицемерия и без попыток польстить, ну скажем, местным настроением. Мы всегда о себе думаем гораздо лучше и больше, чем на самом деле это имеет место быть, но это нормальное явление. Что касается первой части моего выступления, вы знаете, мир за последние 20 с лишним лет, 30, вступил в очень острую полосу турбулентности. Вот шатает, качает, там. Тот мир, который мы имели до распада Советского Союза, он был опасный, но надежный, предсказуемый, понятный. Это было противостояние 2 сверхдержав, и, собственно, без их разрешения нигде в мире ничего не происходило. Время от времени были опосредованные войны, как это называется по-английски, proxy wars, то есть вот эти Корея, Вьетнам, Ближний Восток, но это все было понятно. И, конечно, всегда можно было позвонить, тем более в 1962 году установили так называемый hotline, вот эту горячую линию между Москвой и Вашингтоном, поднять трубку и сказать, там, скажем, Ричард, что вы делаете? Или Ричард мог бы поднять, я про Никсона говорю, когда, кстати, есть выдающаяся книга, может быть, и кто-то читал Андрея Вавилова «Тайная история разрядки», гениальная. Но вот представьте себе, какие были отношения, при том, что такой был антикоммунист Ричард Никсон и так далее.
А когда над ним вот эти тучи сгустились, вот Андрей пишет, Вавилов, переводчик, обнял, говорит, его Брежнев, отвел в сторону и говорит: Ричард, что я могу сделать для тебя? Вы представляете, американскому президенту должны объявить импичмент. Генеральный секретарь, значит, Компартии Советского Союза говорит, вот такие сложились между ними отношения. Вот ему по-человечески было обидно, что тот блестяще победил, обидно, что против него провокацию устроили, и обидно, что этот человек с позором должен уйти из мировой политической сцены. А ведь они, это же 1973 год, ближневосточный кризис, вы помните эту войну, война судного дня, которая называется, там, и если не прямые звонки друг другу, то непонятно, чем это закончилось. Израиль уже подходил к Каиру, а советская армия была приведена в боевую готовность номер 1. Но, как говорят китайцы, не дай Бог жить в эпоху перемен, после распада Советского Союза, все, как бы мир сорвался с катушек, можно сказать. В течение очень короткого времени установился однополярный мир, то есть американцы объявили себя мировым гегемоном. И Кондолиза Райс говорила нам, я очень хорошо помню нашу встречу в 2000 году, знаете что, нам плевать на ООН, Совет Безопасности, на международные структуры, да, ей оставалось сказать, да на вас, там, на всех остальных, что хотим, то и воротим. Мы слишком сильны, чтобы с кем-то считаться, когда принимаем решения, которые представляют для нас важный жизненный интерес. Рухнуло международное право, рухнул мировой порядок, рухнула вся система, построенная на Ялтинско-Потсдамских договоренностях. Сейчас какие-то ошметки, огрызки еще как бы существуют, но на самом деле все рухнуло. Но дело в том, что слишком коротким оказался этот период гегемонизма в мировых делах. Поднялись другие державы, и мир оказался свидетелем сейчас двух очень важных переходных моментов. Во-первых, поднявшиеся державы Китай, Россия, Индия, Китай, там, Южная Африка, ну то, что называется БРИКС, они требуют уже другого мирового устройства. Их не устраивает то, что сложилось после распада Советского Союза. Потому что и китайцы, и Россия говорят, слушайте, китайцы говорят, нас там не было, когда вы установили этот порядок, а Россия говорит, мы были слишком слабы, поэтому с нами никто не считался. А теперь мы требуем другого порядка. Но американцы на это не готовы. Они объявили Китай и Россию ревизионистскими державами. Что значит? Мы, когда когда-то учили марксизм, мы знали, что ревизионистами называли Карла Каутского, Бернштейна там, и так далее. А тут в международных отношениях ревизионисты – это значит государства, которые не согласны со сложившимся мировым порядком, не согласны со статус-кво и требуют перераспределения, в общем-то, ответственности и обязательства разных государств, исходя из новых реальностей. Американцы на это не готовы. Но, понимаете, в международных отношениях можно, конечно, быть не готовыми на пересмотр, но вас со временем вынудят, чтобы вы, в общем-то, к этому отнеслись более серьезно. Первый сигнал было выступление Путина в Мюнхене, когда он сказал, и тогда это всех потрясло, Джона Маккейна, Либермана, сенаторов, которые обалдели.
Они думали, что Россия списанная держава, уже списали его. Они говорят, что этот парень с ума сошел, что ли, там, что он говорит, что Россия не согласна со сложившимся мировым порядком. Россия требует, чтобы с Россией считались, с Китаем, с другими. Да кто вы такие? Мы-то держатели вообще всего добра мирового, мы показываем путь. Двигайтесь туда, куда мы вам говорим, и вам будет хорошо. Но когда в 2008 году уже была сначала грузино-осетинская, а потом российско-грузинская война, все газеты появились, американские и журналы, с большими заголовками «Russia is back», «Россия вернулась». Ну, собственно говоря, с того времени мы вступили в очень сложную полосу, бесконечные санкции, бесконечные угрозы, бесконечная попытка давления, удушения там, и так далее, и так далее. Но мы как бы к этому привыкли. Но происходит еще один очень сложный процесс. То есть не только пересмотр международных отношений и перераспределение властных полномочий в мире, происходит еще один очень интересный процесс. У меня специальные есть работы на эту тему, и специальные я лекции читаю, но сейчас буквально в 2 словах об этом скажу. У выдающегося американского стратегического мыслителя Грэма Аллисона, а он был еще совсем недавно руководителем Белфер-центра Kennedy School of Government, в школе правительства Кеннеди в Гарвардском университете, бывший заместитель министра обороны. Книга вышла 3 года назад, и она была сразу же самой знаменитой, и до сих пор, собственно, для международных отношений это самая знаменитая и самая влиятельная книга. Одно только заглавие говорит за себя. Предназначенные для войны, или удастся ли Китаю и США избежать ловушки Фукидида? Ну, знаете, наверное, студенты, преподаватели тем более знают, кто такой Фукидид, выдающийся греческий историк V века. Но что такое ловушка Фукидида? И вот я об этом скажу. И Фукидид действительно показывает в этой своей истории, а это история 30-летней войны между Спартой и Афинами. Спартанцы после греко-персидских войн остались сверхдержавой как бы древнего мира. Но вдруг они замечают, что Афины что-то такое стали баламутить. Новые колонии создают, флот укрепляют, вооруженные силы у них стали такие. И вот они начинают чувствовать, что созревает вызов их доминированию и их лидерству в мире. И, собственно, чтобы этого не допустить, Спарта начинает войну. Война длилась 30 лет, Афины проиграли, Спарта выиграла. Кстати, не случайно потом Платон уже в качестве идеального государства берет за образец Спарту, победителя. Но оба полиса резко ослабли, Греция ослабла, и потом стала уже легкой добычей и для македонцев, а потом для римлян, и больше она никогда не поднималась до таких высот, как это было в V веке до нашей эры. Что пишет Грэм Аллисон? Вот, чтобы он анализировал последние 500 лет международных отношений. 500 лет. И обнаружил, что в 16 случаях попали доминирующая держава и поднимающаяся держава попали в ловушку Фукидида. В 12 из 16 случаев дело закончилось войной. То есть, когда поднимающаяся держава бросает вызов доминирующей державы, или он его сменяет, или наоборот, тот
с помощью войны там, или каких-то дел удерживает свое доминирование. И вот подхожу уже к самому концу. Так вот, Грэм Аллисон говорит, мы свидетели сегодня вот 17-й ловушки возможной Фукидиды, потому что поднимающаяся держава Китай сегодня имеет все шансы заменить глобального лидера. Почему? Ну, если кому это неизвестно, ну, надеюсь, что многие, может быть, знают, по паритету покупательной способности ВВП Китая стало больше, а теперь намного больше, чем у США, уже в 2014 году. То есть 7 лет назад Китай по самому надежному показателю экономической мощи опередил США. Сегодня по целому ряду направлений Китай в науке, в технологиях, во многих сферах жизнедеятельности или догнал Китай США, или опережает уже в сфере искусственного интеллекта, J5 технологий, биотехнологий. Китайские, значит, суперкомпьютеры, первые вообще 5 суперкомпьютеров это китайские, после них с большим отставанием идут американские суперкомпьютеры. Они безумно эффективно и быстро развиваются в сферах высоких технологий, фундаментальной науки и в сфере образования. Первоклассные университетские системы. Естественно, как пишет Грэм Аллисон, это не может не обернуться усилением военной мощи, а это означает амбиции на мировое лидерство у Китая. И, понимаете, тут, если Боб Кейган в 2008 году, когда я был, значит, в Вашингтоне, в Карнеги Эндаумент, а это один из лидеров неоконсерваторов американских, муж этой Виктории Нуланд, кстати, вот печально известной, которая сказала «fuck EU». Ну, по-английски это невинное словосочетание, можно по-русски грубее звучит, поэтому не буду переводить. Да. И вот он тогда мне говорил, это 2008 год, вот эта война шла, вот война, вот, где вы были участниками там, и вы что делаете? Вы вообще соображаете? Вы посмотрите на Китай. Они гораздо сильнее вас экономически, гораздо более могущественная держава, но ведет себя тише там воды ниже травы, следуя заветам Дэн Сяопиня. Но, знаете, не прошло и 10 лет. Какой 10? Это 2008 год, да. Китай не только перестал быть тише воды ниже травы, Китай намыл искусственные острова в Южно-Китайском море, оснастил их ракетами среднего радиуса действия, держит под прицелом самые вообще серьезные товаропотоки, которые идут из Индийского океана через Тихий океан, вот в этот регион, самый развитый и быстро развивающийся в мире, и претендует на доминирование на морских путях и на этих коммуникациях, да и вообще доминирование в Тихоокеанском регионе, на Дальнем Востоке, да и вообще повсюду в мире. Ну, я теперь совсем, чтобы закольцевать, когда я это все прочел и думаю, но если неизбежна схватка Китая и США, а какое место России? Мне это очень заинтересовало, и мне кажется, я так, в общем, достаточно убедительно для вот, издательства и информационного агентства, которым руководит мой хороший друг Дмитрий Киселев, вот для них я написал, и, кстати, за один день 300 или 400 тысяч было посещений вот тому, что я написал. А заглавие они сами дали, я так
они знают, как, видимо, привлечь аудиторию. А заглавие примерно было такое. Почему Китай не даст, чтобы США сломали Россию? А смысл был такой. Вообще, вместо России, Россия не может претендовать на лидерство сейчас. Мы уже свое отработали. Увы, к сожалению, Советский Союз рухнул, мы как раз были поднимающиеся, который должен был заменить США как лидер, вообще мировой лидер во всех направлениях. Но не справились, так получилось. И поэтому мы сейчас на эту роль не по экономической мощи, не по человеческому потенциалу, но по целому ряду других, за исключением наших выдающихся достижений в ракетно-ядерном потенциале, но зато, как я определил, на чью сторону в этой схватке станет Россия, та сторона и будет победителем. Почему? Потому что у нас действительно колоссальный ракетно-ядерный потенциал, у нас колоссальные территории и у нас колоссальные ресурсы. Исходя из этого, я тогда сделал один вывод, как США должны поступить по отношению к России в этой ситуации. Если в треугольнике появилась такая ситуация, там, где станет Россия, та сторона и победит. И я пришел к выводу после украинских событий, что, видимо, напрасные надежды некоторых наших стратегов, а вот этот президент уйдет, придет другой президент, изменится политика. Не изменится, я сказал, успокойтесь. В Вашингтоне взят курс на разрушение России. Что это означает? На возвращение России к статусу, который Россия имела в 90-е годы. Страна с ограниченным суверенитетом, поставленная под контроль Госдепартамента и Международного валютного фонда, где по-прежнему будут определять внутренние параметры нашей внутренней политики экономической, а в Госдепартаменте параметры нашей внешней политики. То есть то, что мы за последние 20 лет сделали, восстановили субъектность России в международных отношениях, восстановили суверенитет, мы стали, в общем-то, могучей державой, одним из ключевых игроков в мировой политике, вот взята такая линия. Честно говоря, я думал, что она взята бесповоротно. Но немножко американцам спутал карты и Западу. Вдруг Трамп решил сменить вообще парадигму американской внешней политики. Это вообще немыслимая вещь. Но это такая революция, как, я не знаю, как вот ленинский НЭП, там, что еще сказать, вот Рейгановская революция, но она была подготовлена неоконсерваторами, у него это больше. А здесь он вообще камня на камне не оставил от американской глобальной внешнеполитической линии. Одно заявление. НАТО устарел, надо распустить. Наднациональные государственные структуры, экономические и прочие, они никому не нужны. Это ЕС там и прочее. А зачем нам ЕС? По отдельности мы с этими странами легче и лучше разберемся. Вообще в совокупности потенциал ЕС, во-первых, 500 миллионов народа и примерно 18-19 триллионов экономика, чуть меньше американской. Это уже сопоставимые единицы. А зачем Америке это надо? И зачем НАТО? Если 90% американцы тратят свои деньги, нет угрозы от России, нет этой экзистенциальной ситуации, нет этих 3000 танков, миллионная группировка войск в центре Европы и той угрозы, которая вообще держала вместе всех. Зачем мы должны платить? Дальше. Кстати, целый ряд этих вещей были напечатаны в Foreign Affairs в других местах реалистами
10 лет назад, 20, но не было политика, который мог бы взять на себя смелость сказать, что от слов надо перейти к действию. И он говорит, а это писали. Зачем мы вообще защищаем просто так Южную Корею? Зачем мы защищаем просто так Японию, Германию? Пусть платят. Они же стали богаче. Они нас вообще обворовывают. В торговле на нас наживаются. И у него следующий вопрос, который всех, конечно, потряс. И вообще, для нас единственная страна, которая имеет смысл и значение, Китай главный враг, а страна, которую мы должны или нейтрализовать, или на нашу сторону перетянуть, это Россия. Но это вообще уже, конечно, ему никто не мог простить. Его партия выступила против, эти демократы выступили против. Вся Западная Европа и Восточная, и в Прибалтике, Польше, такие истерики стали закатывать. Ну, у него это не получилось. Правда, Байден сказал, America is back, то есть якобы она вернулась после его победы. Но это не совсем так. Как я говорю, Трамп ушел, но трампизм остался. Хотя, правда, стратегическая линия, она такова. Почему они хотят сломать Россию? Хотели до того, как будет час решающей схватки с Китаем. А потому что они не могут поверить и не доверяют, что Россия... А вдруг Россия себя поведет не так? А ставки очень высоки, поэтому надо лишить России возможности принимать самостоятельное решение, на чью сторону встать. Ну, Трамп думал, можно как бы все-таки уговорить Россию не толкать в объятия Китая. Дело в том, что два великих человека, Ричард Никсон и Генри Киссинджер, в 1973 году, когда открывали Китай, у них была такая максима, такой завет они оставили, хотя 97-летний Киссинджер еще жив. Они говорили, что по отдельности Америка должна иметь лучшие отношения по отдельности и с Китаем, и с Россией, чем Россия и Китай будут иметь отношения между собой. Но последние 30 лет американская политика только и делает, что толкает Россию в объятия Китая. Это финансово-экономическое удушение, это санкции, это секторальные санкции, индивидуальные санкции. И, в общем, я так понимаю, чтобы вот эту тему завершить, в Вашингтоне и хочется, и колется, и, в общем, может быть, еще удастся как-то Россию оторвать от Китая. А если нет, значит, надо сломать. То ли пойти на какие-то уступки, ну где и на какие уступки. Готовы ли американский эстаблишмент к этому? По всей видимости, нет. И поэтому даже я вот писал об этом, что Байден, конечно, пошел на определенные уступки по Северному потоку-2, и все считали, что это, наверное, из-за Германии или Европы. Но более трезвые люди считают, что это был такой жест в адрес Путина и России. Может быть, чтобы в Москве подумали, что если они не так тесно будут сближаться с Китаем, то, может быть, можно ожидать от США и Запада других послаблений и более конструктивного взаимодействия и так далее, и так далее. Но эта ситуация слишком неопределенная, и поэтому, конечно, мы продолжаем нашу линию с Китаем, партнерскую, у нас военное, политические отношения прекрасны, дипломатические отношения прекрасны. Есть
конечно, узкое место это в экономике. Китай не так активно вовлечена в то, чтобы компенсировать вот эти, ну, скажем, проблемы, которые мы получаем в результате американских санкций, Запада санкций. Но здесь, я думаю, что я, по крайней мере, в одной из своих публикаций, которые, я знаю, китайцы переводили для своего руководства, я писал, что Россия сопротивляется Западу не только за себя, но и за того парня. Когда известное выражение, помните, вот мы работали за себя и за того парня при социализме. И поэтому Китай должен поактивнее в этом плане поддерживать, чтобы действительно американцам и Западу не удавалось бы вот довести до логического завершения. А что такое для них логическое завершение? Совсем здесь я хочу закончить, не могу этого не сказать. А каким образом они хотят ломать Россию? Да, вот финансово-экономическое удушение. Да, попытка раскола элит. Да, попытка раскола между народными массами и властью. Ты ухудшаешь экономическое положение, нет роста экономики, нет роста доходов, и возникают вот эти проблемы. А потом возникает, конечно, еще и поддержка несистемной оппозиции, финансирование, политическая поддержка и так далее. А потом подготавливается почва, если власти не усмотрели, почва для цветной революции. Вот не успел оглянуться, а вот тебе и, в общем, люди, которые уже претендуют на власть и говорят, что уж лучше с американцами, чем с Китаем. Вот наши капиталы там, дети там, будущее там, ну и так далее, и так далее. Но благо, совсем хотел бы завершить здесь, благо российские власти извлекли очень серьезные уроки из цветных революций Украины, Грузии, Киргизии, сейчас Армении. Вы знаете, фактически, без всяких фанфар там и так далее, пятая колонна де-факто фактически раздавлена и не репрессивными методами, хотя, в общем-то, власти показывают, что в случае необходимости не будут смотреть, как Марья Ивановна в Париже или там Василий Петрович в Нью-Йорке будут реагировать на наши действия. Власть уверена в себе, и власть готова прибегнуть к очень серьезным действиям. Изгнали из России USAID. Да, действительно, зачем вам здесь, что вы делаете? Это международная структура по развитию, вот американская, вот сейчас это известная женщина руководит, бывший представитель в ООН, американский, изгнали или вообще отсюда вынуждены были уйти целый ряд других структур, которые давали гранты, проводили подготовительную работу, учили, значит, оппозиционной деятельности, понимаете, учили, как проверять и как организовывать выборы там и так далее. То есть власти показали, что никто вообще не отменил известное высказывание выдающегося тактика революционной и вообще политической борьбы Владимира Ильича. Власть лишь тогда чего-либо стоит, если она готова себя защищать. Мы знаем, что происходит с властью, когда перестают его защищать. Сначала лидеры и элиты, а потом и массы, им плевать на это. Вот мы видели, как произошел распад Советского Союза, ни один человек не встал в защиту, начиная с элиты, которая, собственно, привела до этого. И поэтому мне кажется, что сегодня мы живем очень интересный период. Схватка продолжается между Китаем и США. Окончательное решение, вернее, обе стратегии американцы пытаются реализовывать
По отношению к Китаю ясно, там двухпартийный консенсус, Китай враг, Китай надо сломать, его надо сдерживать, холодная война там и так далее. До конца решение не принято по России. То есть две стратегии, они присутствуют, потому что все-таки даже в Вашингтоне понимают, что одновременно и против Китая, и против России Америка не осилит. Скорее всего, не осилит, еще и имея ту внутреннюю ситуацию, которая вообще угрожает самому существованию США. Только одну книгу приведу, одного великого человека, и закончу эту часть моего выступления. Это книга выдающегося политика. Он был в администрациях, работал и Никсона и Рейгана. Он был и спичрайтером, а сам был потом кандидатом в президенты. Это Патрика Бюкенена. Вообще, наверное, старшее поколение должны знать, лет 20 назад вышла его очень знаменитая книга «Смерть Запада». В переводе на русский язык, кстати. А когда я был в Америке, когда работал, по-моему, то ли в 10-м, то ли в 11-м году, а может в 11-м или 12-м, вышла у него книга с очень характерным названием. Она называется «Самоубийство сверхдержавы. Доживет ли США до 2025 года?» Осталось ждать всего лишь 4 года, всего ничего. И это пишет человек, безумно любящий Америку, вообще один из, можно сказать, самых выдающихся деятелей, и политических, и мыслителей, и так далее. И начинается книга с цитаты. Это вам будет полезно, потому что я однажды сказал это Бжезинскому, который сказал, что да вот мы победили Советский Союз. Я сказал: профессор, вы не победили Советский Союз. Советский Союз покончил с собой, это было самоубийство. И вот, кстати, он цитирует, вот в самом начале Бюкенен цитирует Тойнби, который пишет: великие государства и цивилизации их не убивают, они кончают самоубийством. Так что, в общем, почему он так считает, еще просто первые 2 главы, как они называются, вам это что-нибудь скажет. Первая глава – смерть Белой Америки. Вторая глава – смерть христианской Америки. Ну и так далее, и так далее. А то, что творится сейчас, Black Lives Matter и прочее, я вам этого не буду говорить, вы это сами видите, знаете там и так далее. Вот в общем плане, надеюсь, все-таки достаточно компактно, хотя, наверное, не получается, чтобы очень компактно. Я, по-моему, обозначил основные магистральные линии мировой политики и главных мировых центров, их соотношения и так далее. А теперь, естественно, несколько надо будет мне немножко приземлиться, потому что, конечно, Абхазия – это великая страна, это великий народ, но, как бы это сказать, чтобы не согрешить против истины, в Сухуми не решаются мировые проблемы, хотя хотелось бы, чтобы они здесь решались. Но так получилось. Хотя на определенном этапе, конечно, абхазская проблема была одной из очень важных региональных проблем. И, в общем-то, сущностная проблема для такой великой державы, как Россия. И таких, в общем-то, региональных держав, которые тоже имеют в виду Абхазию в своих каких-то стратегических планах и так далее. Я, естественно, не имею в виду Грузию, как вы понимаете. Есть Турция, есть западный мир. Опять же,
не прямо из-за Абхазии, а имея в виду, как можно навредить России. Что самое важное произошло, конечно, с абхазским народом и с Абхазией за последние десятилетия, 10-15 лет. Произошло самое важное. Правда, как говорят, люди к хорошему быстро привыкают. Много столетий, не имея собственной государственности, абхазы обрели национальную государственность. Это вообще фантастическое достижение. Его не добавить, не убавить. Это само по себе колоссальное явление. Тысячелетняя история имеет абхазский народ, и это будет одним из переломных моментов в этой многотысячелетней истории этого народа. Второе. Абхазии посчастливилось географически оказаться на границах такой ядерной сверхдержавы, как Россия, и, конечно, Абхазии гарантировано то, что, к сожалению, многим маленьким народам, а тем более, когда они хотят стать еще государствами и активными участниками мировой политики, угрожает. Теперь уже угроза физическому существованию этого народа, в общем-то, не стоит, она ликвидирована достаточно надежно, потому что действительно есть страна гарант, в общем-то, безопасности, гарант государственности. И есть, конечно, еще достаточно приятные моменты, которые создают благоприятную ситуацию для Абхазии. Есть соседние в России, в общем-то, родственные народы, которые и в войне участвовали на стороне Абхазии, и, в общем-то, имеется и культурное, и языковое, и экономическое, в общем-то, сотрудничество, и это очень важно. Но, понимаете, есть проблемы, конечно, как и со всеми вновь образовавшимися государствами. Ожидания очень большие, кажется, что ты обретешь государственность, и уже все твои вопросы решены. Оказывается, с этого только все начинается. И, конечно, это еще и приводит из-за отсутствия политической культуры государственной, чего не было, возникают очень серьезные внутренние конфликты. И особенно, как правило, в не очень зрелой политической культуре всегда доминирует принцип «игра с нулевой суммой». Это все знают, которые политики, это, по-моему, пришло из математики, игра с нулевой суммой. Когда любой твой проигрыш является выигрышем у твоего противника. И все работают до тотального уничтожения друг друга. Это была система противостояния Советский Союз, США. Это была система противостояния всех этих большевиков со всеми другими, даже и внутри большевизма, течениями до окончательного их уничтожения. Это игра с нулевой суммой. Я выступая, на мероприятии, посвященной 70-летию Багапши, вспомнил вашу недавнюю историю и даже привел такие исторические параллели, когда все-таки на определенном этапе политическое руководство Абхазии и элитные группы оказались достаточно зрелыми, чтобы не пойти на эту игру с нулевой суммой.
это как раз период противостояния Хаджинбы, вот Багапша там, и так далее. Мало того, я даже вспомнил два уже классических примера из политологии, из транзитологии. Это пакт Монклоа и пакт Магдаленко. Пакт Монклоа – это в Испании, когда осуществлялся переход от франкизма к демократии. Сначала собралась национальная элита, договорились об основных параметрах, мало того, даже договорились. Вы думаете, почему вдруг этого Почдемона стали там к суду привлекать, почему он бежит, если за ним там народ? А потому что среди условий для перехода к демократии было такое условие. Территориальная целостность Испании не ставится под вопрос. И второе, не должны пройти свободные местные выборы в стране басков, в Каталонии, там, в других местах, до того, как пройдут свободные демократические выборы федерального уровня. Потому что как только местная власть станет считать себя единственно демократической, а федеральная власть не демократической, как у нас с Советским Союзом произошло, так сразу скажут: до свидания, ты кто такой? Если еще вчера в Литве, там, в Союзе, или там Народные фронты в Латвии, если там другие вообще в рот смотрели и готовы были во все места поцеловать Михаила Сергеевича, сразу же после выборов сказали: да ты кто такой? Партийный там бонза, пошел вон, мы вообще свободные люди, мы сами принимаем собственные решения и все. Ну а Магдаленко, наверное, если кто помнит из старшего поколения, это как раз когда вот профсоюз «Солидарность» и вот интеллектуалы вокруг «Солидарности» и Леха Валенса договорились с Ярузельским о передаче власти от военной, в общем-то, власти и от диктатуры, так называемой, вот, скажем, к оппозиции. И тоже это была договоренность по месту, в общем, по месту они получили это название. И вот я думаю, что определенные задатки есть в плане формирования новой политической культуры в Абхазии. Но вот их только надо развивать, укреплять и институционально укреплять, чтобы обретения, они были долгосрочными и необратимыми. Это всегда очень важно, и особенно важно в процессе формирования новых государств. Вот какой отпечаток вот лидеры в процессе становления наложат на эту страну, на политическую систему, так оно и пойдет. Вот так, по крайней мере, я как человек, который читает спецкурс в МГИМО магистратуре особенности становления и развития американской политической системы, конечно, то, что сделали Джордж Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон, это они фактически создавали политические традиции. Не все записано в этих, понимаете, документах. А вот так как тем более американцы, привыкшие к прецедентному праву, как и англосаксы вообще, вот вы создаете прецедент, оно закрепляется, оно институционально оформляется и уже превращается в нечто, которое просто так нельзя отменить. Поэтому у меня такое впечатление, что все-таки есть еще целый ряд вопросов, с которым, конечно, ваше молодое государство сталкивается. Это, конечно, демографическая проблема. Понимаете, есть примеры малых государств, которые процветают. Но их немного, и все-таки не так они малы, как, скажем, Абхазия.
у вас же сколько, 150, да, или тысяч, или 200 тысяч населения? А? 250. Ну, в общем, конечно, вот это очень важный вопрос, потому что это тот человеческий капитал, который должен быть многофункциональным. Конечно, от природы вы одарены такими возможностями для развития туристического бизнеса, для, конечно, развития сельского хозяйства. Но в сегодняшнем мире это все хорошо, но это недостаточно для того, чтобы оказаться в переднем ряду стран, которые успешно развиваются и решают очень многие вопросы. Знаете, конечно, многие ссылаются, например, Сингапура, да, небольшой город, государство, которое, конечно, является одним из самых процветающих. Но здесь, конечно, необходимо найти соответствующие национальному характеру и особенностям отрасли экономики, где можно добиваться очень серьезных результатов и быть конкурентоспособным уже на мировом уровне. Когда Ли Куан Ю начал свои там какие-то эксперименты, конечно, никто и не подозревал, что через несколько лет это будет просто процветающая страна, которая другим показывает, что надо делать и как во многих направлениях. Конечно, они создали первоклассную банковскую систему, это финансовый хаб. Они создали в сфере высоких технологий целое направление. Вот надо будет, мне кажется, что очень важно было бы для национальной элиты абхазской вот такие мозговые, может быть, штурмы по поводу того, а вот где наше место. И почему я об этом говорю? Потому что вы защищены от внешних врагов. Вам не надо думать о военном строительстве, тратить деньги на оборону там, и прочее, прочее. То есть Богом дана вот эта возможность, что такая великая страна рядом, и которая, собственно говоря, взяла на себя эти. То есть вы знаете, что до сих пор, как смерти боятся японцы, немцы, что вдруг Америка уйдет, и на их плечи снова ляжет вот проблема создания армии, вооружения, то, другое, третье. А они вот использовали эти деньги, это время и эти возможности для того, чтобы оказаться конкурентоспособными по целому ряду направлений. Вот здесь, конечно, это очень важно, но оно требует, конечно, очень серьезной консолидации элиты абхазской, то есть внутренней договоренности, что да, вот здесь, наверное, надо чуть, может быть, попридержать, а вот в этих направлениях, если мы двинемся, мы будем иметь серьезные результаты. Как правило, вот не потому, что вот я теперь уже даже по документу почетный доктор этого университета, вы знаете, в двух направлениях, как правило, достигаются в современном мире вот успехи, которые за собой, в общем-то, тащат потом уже какие-то реальные экономические результаты в самых разных сферах. Это образование и это наука. Вот высокий уровень образования дает возможности осваивать то, что сегодня создает человечество. Наука позволяет сегодня уже в самых таких локальных условиях создавать, в общем-то, мирового класса результаты. Вот это, по крайней мере, надо сформулировать, видимо, такие цели и задачи,
А тем более, что, по крайней мере, на данном этапе Россия стоит перед точно такими же вызовами и в сфере образования, и в сфере науки. И здесь тоже это такая возможность, тем более, я думаю, что очень многие учились в российских университетах, имеют связи с исследовательскими центрами. Я вот пример один приведу. Очень сильно впечатлен визитом в Татарстан. Меня повезли 30 километров от Казани, Иннополис. В Иннополис, вы, наверное, слышали. Вы знаете, вот как англичане говорят, американцы, in the middle of nowhere. То есть вы идете, как бы, вообще черт знает, ну, в середине ничего там, чего-то. И создали университет, вокруг университета лаборатории, нечто наподобие Стэнфорда и Silicon Valley. С прицелом, чтобы и научная продукция сразу конвертируется в технологические, а эти сразу в экономике в разных областях, где есть потребность решения вот этих вопросов, которые сразу дают эффект. Я, конечно, я очень уважаю татар, но, правда, это международный центр, очень многие и студенты из разных стран, преподаватели, приглашенные из разных мест. Но вот мне понравилось, что ставятся такие крупные задачи, и они не просто ставятся на уровне бла-бла, а они и решаются. Поэтому я, конечно, думаю, что ко всем вашим естественным преимуществам, которые у вас есть, данные от Бога и от природы, вот целый ряд таких стратегических вещей, если были бы продуманы, согласованы, и если ради этого общество готово было что-то терпеть, а где-то там, в общем-то, продвигаться быстрыми темпами, то это, конечно, мог бы быть залогом для очень серьезных успехов в будущем. Потому что греха таить, я не могу в заключение не сказать об одной очень важной вещи. Обрести государственность – это большое благо. Это, конечно, великое событие. Но очень легко и терять государственность. Вот два примера. Один пример из моей исторической родины. Сегодня я один из первых, который сказал, если не самый первый, в 18 году, если улица и чернь придут к власти, они погубят и уничтожат и армянский народ, и армянское государство. И эта чернь, пришедшая во власть, действительно загубила и армянский народ, и армянское государство, и стоит вообще вопрос о существовании армянской государственности. Понимаете? А еще совсем недавно казалось, это самое успешное государство, самая сильная армия, самая там, я не знаю, диаспора, то, другое, третье. Другая страна, ваша бывшая как бы метрополия, Грузия, теряется государственность. Я был в Аджаре, там вообще грузинам нечего делать фактически. Одни турки. Мало того, и в самой Грузии тоже турецкое присутствие доминирующее. Вот они якобы хотели избавиться от российского влияния, они получили гораздо худшее влияние и в культурном, и в экономическом, и во всех других отношениях. И тоже теряют свою государственность. Я уже не говорю о том, что вообще эти Тбилиси окружено исключительно азербайджанскими районами. Кто знает Тбилиси и Грузию, прекрасно осведомлены об этом. Рождаемости нет, демографическая ситуация катастрофическая, и двери открыты для турецкого, в общем-то, присутствия и влияния безограниченные. И, кстати,
совсем последнее, потом будут, может быть, вопросы, я на них отвечу. В этом регионе есть еще одна очень важная геополитическая идея в Вашингтоне, которая последовательно будет реализовываться. Но это очень большая тема, я просто пунктирно скажу, о чем я хотел бы здесь отметить. В американской стратегии Турция играет колоссальную роль. Они иногда это формулируется, а иногда это вскользь упоминается. Но особая роль Турции, как страны с 84 миллиона населения, со второй армией в НАТО, предназначена роль, в общем-то, тарана по отношению к трем главным врагам США, как они считают. Это Россия, это Китай и это Иран. И сегодня вот эти идеи Великого Турана, Туранской армии и так далее, они очень многих всерьез тревожат. Ну, а что это значит? Особенно после того, как впервые за свою историю турки так далеко продвинулись на Южном Кавказе. Никогда этих территориях турок не было. Это же была Персидская империя. Вот мы здесь, историки, специалисты, хорошо знают. Эрдоган на этом не собирается останавливаться. Он себя мнит султаном, главой или халифом там вообще всего исламского, и тюркского мира, и исламского мира. И, конечно, рассматривает среднеазиатские республики как продолжение Турции. И, естественно, взгляды направлены на Крым, на Северный Кавказ, на Черноморский бассейн. То есть все эти регионы находятся очень серьезно в сфере вот, стратегических интересов. Понимают ли об этом страны, против которых потенциально они будут направлены? Думаю, что да. Китайцы прекрасно понимают, что если будет действительно такой некий великий Туран, то 30 миллионов уйгуров, конечно, получат мощнейшую поддержку прямо на границе. Это же фактически они живут, Синьцзянский район, это выходит к Казахстану, там, к этим нашим среднеазиатским республикам. Иран прекрасно понимает. Северный Иран, это же, их называют они тюрками, между прочим. Вот эти южный, так называемый Южный Азербайджан. Понимает ли Россия? Ну, Россия не говорит, как бы, по крайней мере, пока громко об этом, но приезд на крымскую вот эту вакханалию Чаушоглы и бесконечное заявление, что они вообще никогда не признавали и не признают Крым в составе России, да, они, собственно говоря, и при Советском Союзе считали, что это турецкая территория, временно ушедшая. Конечно, никто не забыл Чеченскую войну. Откуда поступало оружие, деньги, боевиков. Да и сейчас, кто привел несколько тысяч игиловцев на войну в Карабахе? Это тоже понимают, но здесь идет такая сложная игра, но это уже для, как говорит один телеведущий, для политических гурманов разобраться в этих тонкостях. Россия думает, что или делает вид, что думает, что можно Турцию оторвать от НАТО и США. Турция делает вид, что плевать хотел на Вашингтон, там, на НАТО и на Европу. На самом деле каждый имеет свою повестку и внимательно следят друг за другом, чтобы действительно не делать фальстартов, ложных шагов и не раскрывать карты до того, пока придет время. Вот в этом
сложном контексте, вот в этом сложном даже региональном контексте находится Абхазия, вот почему она должна быть сплоченная, сильная и современная. И дай Бог вам в этом удачи.